Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. В парламентском комитете по государственно-правовой политике обсудили вопрос ужесточения наказания за совершение правонарушений в области дорожного движения. С чем связано снижение цены на некоторые виды топлива и по какой цене сегодня можно приобрести бензин на местных автозаправках? Видео, на котором представители оппозиции обсуждают качество новой линии на высоковольтной линии от Шугара, прокомментировали в Черноморэнерго. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась юбилейная выставка заслуженного художника Абхазии Геннадия Барцыц. Депутаты парламента намерены поддержать инициативу Министерства внутренних дел об ужесточении наказания за совершение правонарушений в области дорожного движения. На заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике почти все депутаты высказались за принятие такого решения. Подробнее в репортаже Эсмы Гуланзе. Главной темой комитетского заседания стал проект о внесении изменений в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Могут быть под разным углом рассмотрены эти вопросы, но намерение поддержать органы внутренних дел в вопросе ужесточения мер, на мой взгляд, на сегодняшний день ужесточению мер и установлению дисциплины со стороны МВД нет альтернативы. Плюс различные технические возможности в этом отношении мы должны поработать все вместе. Я уверен, что депутаты поддержат. Более того, мы намерены осуществлять парламентский контроль в рамках этой деятельности, хотя, скорее всего, будет создана небольшая рабочая группа, которая будет тесно общаться с органами внутренних дел по данным вопросам. Проект закона предлагает ужесточение ответственности за такие нарушения, как превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, разворота и многое другое. Хочу обратить ваше внимание на то, что в качестве меры реагирования ориентировочно в начале декабря прошлого года, уже исходя из понимания сложности ситуации в течение 2022 года, президентом была направлена инициатива в парламент на рассмотрение вопроса о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся регулирования дорожного движения, правонарушений в этой сфере в частности. В этой связи профильными органами были подготовлены соответствующие предложения. Предложения связаны с, на наш взгляд, существенным увеличением мер ответственности за совершение отдельного рода правонарушений по ходу дорожного движения. Значит, хочу подчеркнуть и поблагодарить коллег с парламента, депутатов вас в том числе, за то, что очень активно на протяжении определенного времени мы с вами обсуждали концептуально возможности реализации предложений в сфере ужесточения этих мер. Мы проговаривали в рабочем порядке механизмы увеличения, рассматривали самые разные варианты, и некий консенсусный вариант на сегодняшний день был выведен. Проект закона предусматривает наложение административного наказания в случаях, когда нарушение зафиксировано специальными техническими средствами с функциями фото- или видеозаписи. Проектом закона предусматривается дополнение Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях отдельной статьей, которая предусматривает административную ответственность за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Таким образом, проект закона предусматривает установление административного штрафа в размере 80 минимальных размеров оплаты труда с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения, в связи с чем проектом закона предусматривается отдельная административная ответственность за повторное в течение года совершение вышеуказанного административного правонарушения. Здесь речь идет о том, что предусматривается ответственность в виде административного штрафа в размере 140 минимальных размеров оплаты труда с лишением
лишением права управления транспортным средством на срок 1 год. Согласно проекту закона, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения также предусматривается штраф 800 МРОТ и лишение права управления на 6 месяцев. Повторное нарушение влечет арест на 15 суток с лишением права управления на 1 год. Проект закона обсуждался депутатами совместно с правоохранителями. По некоторым пунктам предлагался ряд изменений и поправок. Я бы предложил все-таки внести изменения в 24-ю статью Кодекса, да, которая будет предусматривать необходимость повторной сдачи экзамена. Почему я об этом говорю? Все-таки человек, в принципе, который готов оплатить штрафные санкции, но тем не менее это на него не повлияет в следующий раз не нарушать. А вот необходимость сдачи повторного экзамена и так далее, вот совокупность подобного рода административных взысканий, да, оно, мне кажется, повлияет гораздо эффективнее. На заседании были затронуты многие вопросы, касающиеся в целом проблем на дорогах и, в частности, эффективных путей их решения. Работа сотрудников ГАИ также стала одной из тем обсуждения. Я понимаю, что на практике, конечно, все не так, как мы хотели бы и как закладываем вот здесь, обсуждая. Безусловно, у нас есть перекосы, но это человеческий фактор. Тут мы от этого ничего не уйдем. Но я вообще, честно сказать, в недалекой перспективе планирую, у нас идет большая работа, у нас будут планшеты у сотрудников. Мы вот сейчас там, проводим ряд... Он уже не будет, как вот сегодня выписал и так далее. Он по планшету смотрит, он даже ему сразу будет вручать, если есть ранее им нарушенные нарушения, он ему на месте и будет и постановление вручать и так далее. То есть я хочу, во-первых, стационарные посты. Мы же не можем написать закон для стационарных постов, не для стационарных постов, правильно? Все-таки будем верить в то, что нравственность моих коллег и там в целом будет расти. Согласно проекту закона, одним из основных видов наказания будет являться штраф. У меня, в принципе, по смыслу никаких замечаний нету, за исключением, что мы договаривались, что мы не будем использовать количество минимальных размеров оплаты труда и будем уже конкретную сумму вписывать. Нам нужно готовить пакет, таблицу внесения изменений, чтобы конкретная сумма была, потому что 60 рублей вечно эта сумма не будет. Мы будем эту норму пересматривать. То, что говорил Владимир Сергеевич, это вопрос ближайшей перспективы, когда будут планшеты и единая база данных. Сегодня ее нет, и поэтому сегодня он на свое, как говорится, решение принимает сумму штрафа, какую определить. Поэтому, если мы определим одну четкую сумму, то это упростит задачу и нам, и людям будет проще это воспринимать, мне кажется. Потом еще же есть такой момент, у нас в течение 5 дней оплачивается 50%. То есть он ему может 3000 назначить, в течение 5 дней у него еще скидка, и в итоге у него штраф получается незначительный. То есть сейчас, понятно, цель не бить рублем, но это же в том числе и на это рассчитаны наши изменения, чтобы ужесточить санкции. Парламентский комитет принял решение вынести законопроект на ближайшее заседание сессии для рассмотрения в первом чтении. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб провел очередную встречу с представителями граждан, организовавших в Сухуми митинг с требованием предоставления жилья. Во встрече приняли участие вице-спикер парламента Астамур Аршба, депутаты Рашида Айба, Астамур Герхелия и Наргиз Бабислан Халваш, представитель Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия, заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба. Все власти на то или иное время и власти разных уровней занимались тем, что по мере возможности в соответствии с обращениями обеспечивали наших граждан жильем. Тому есть соответствующая статистика. Все это происходило сразу после окончания войны. Вот те цифры, которые я помню по 2005 году, 2006, 2007 году, все послевоенные годы, к примеру, администрация города Сухума выдала почти 2000 единиц жилья тем, кто пострадал, у кого сгорело жилье, у кого жилье было разбито, кому улучшали жилищные условия. Это вот часть цифр.
реальные цифры, в том числе по городу Сухуму, намного больше. Сегодня в каждом городе и районе есть слово такое очереди, списки людей, которые обращались в местные органы власти или в центральные органы власти на получение жилья. С 2018 года на учете было 449 человек. 144 из них получили жилье, которое просили. 305 в списке осталось. 2500 людей, Аква Акалек, Асия Януб, Иха, Иханхо, Анхарта Тыпзмам. Это минимум того, что я хочу вам сказать. То есть проблема, она реальная. Над решением этой проблемы в разное время работали органы власти, которые делали на тот момент возможное для удовлетворения тех или иных просьб. Но вместе с тем проблема стоит остро. И ваше нахождение здесь об этом свидетельствует. На моем примере я 13 лет снимаю жилье. И у меня с 19 тоже года лежат документы, я уже не попадаю ни под какую категорию. И есть ли вообще какие-то перспективы получения жилья? Потому что у меня один ребенок, я мать-одиночка. На тот момент, когда я подавала документы, он был несовершеннолетний. Сейчас он уже студент. Как мне быть? 413 заявлений. 413. Можно по категориям скажу какие? 44 семьи погибших, 23 инвалиды первой группы, 25 инвалиды с детства и дети-инвалиды, 16 сироты, 91 заявление, семьи, где 4 детей, 24 заявления, семьи, где 5 и более детей, 175, где 3 детей в семье. Вот как нам быть с этим списком людей в 400 человек? Те темпы, которые по бюджету нам позволительны, вот 50 человек в год по этой льготной программе, да? Это не ипотека. Мы пробовали, Ромео, так? Не получилось, потому что платили, раз заплатили, и все, больше никто не платил. Смысла нет в этом, и поэтому мы, это было мое предложение, мы определяем сумму, комиссия определяет сумму, и все, и делает это государство. Но какими темпами, если 50 человек в год по этой льготной программе? Мы хотим больше. Тот дом, о котором вы говорили, да? Об этом же доме шла речь. Вы его достроите, отдайте нам, все остальное мы сделаем. Вот скажите, пожалуйста, как это возможно? Кто может это сказать из сидящих? Допустим, достроили. И вот я задаю вам вопрос, и себя спрашиваю. Кому мы отдадим эти квартиры? Как выбрать? Вам, да, людей, которые в форме протеста, в принципе, здесь? Или 2500 человек, которые в очереди в администрации? Или здесь 400 с лишним человек? Или те, кто не писал заявление? Кому дадим? Скажите, пожалуйста. Мы открыто вам скажем, что мы можем, что мы не можем, потому что сколько бы мы ни разговаривали на эту тему, да, от количества слов и предложений, если тем более они звучат не очень вежливо, дело никуда не двинется. Дело никуда не двинется. Это только будет ухудшать настроение людей. Из этой темы надо напрочь убрать политику. Это не подходящие друг другу полюса. Это я говорю вам свое мнение. Вы свободные люди, вы можете в этом смысле действовать так, как вы считаете нужным. Но, на мой взгляд, политика в разрешении подобного рода вопросов будет играть только негативную роль.
Премьер-министр Александр Анквабо и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицини обсудили вопросы материально-технического обеспечения подразделений ведомства, в том числе вопросы приобретения экипировки и обмундирования для противопожарной службы МЧС. На встрече были уточнены приоритетные задачи министерства в наступившем году. Указом президента Аслана Бжани председателем Государственного комитета по делам молодежи и спорту назначен Тарас Хакба. Нового руководителя коллективу Госкомитета представили первый вице-премьер Беслан Джопо и советник президента по спорту Ахра Ашуба. Могу сказать, что от него не было покоя. Все время добивался, просил, и все у него получалось. И многое под его руководством, с вашей помощью, с помощью работников Федерации очень много было сделано в плане развития футбола в Абхазии, юношеского футбола, и турниры. Введены были очень различные новые турниры, которых не было. Это, можно сказать, с гордостью. Это турнир между селами команд, которые впервые провели очень даже удачно. Вот мы, исходя из всего того, что парень молодой, воспринимается всеми и в спортивном сообществе, и в молодежной политике, среди молодежи очень даже положительно. Прежде всего хочется начать с того, что, конечно же, говорю огромное спасибо руководству нашей страны за доверие, оказанное мне. Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, но всеобщими усилиями будем стараться работать во благо нашей молодежи, во благо вообще спорта в целом. Наша задача, конечно, чтобы у нас спортсмены были мирового уровня, но при этом еще не нужно забывать о массовости других направлений, всех направлений, чтобы народ Абхазии занимался спортом. Это очень важно. Здоровая нация, мы все прекрасно понимаем, насколько для нас, для всех важно. Следственный отдел УВД по Гагарскому району направил в суд для принятия законного решения уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Ткорчалского района Басария Ники Гилаевича, 1998 года рождения. Басарий обвиняется в изготовлении или сбытии поддельных денег или ценных бумаг. Согласно материалам уголовного дела, Басария 22 августа 2022 года приобрел в Адлерском районе города Сочи посредством тайной закладки 65 поддельных купюр номиналом в 5000 на общую сумму 325 тысяч рублей и ввез их в Абхазию с целью последующего сбыта. Незаконные приобретения, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, а также хранение наркотических средств в крупном размере вменяется жителю поселка Дранда Гураму Какоба. Подробности в материале пресс-службы МВД. Незаконные приобретения, хранение, перевозка огнестрельного оружия, незаконные приобретения, хранение наркотических средств в крупном размере вменяется гражданину Какоба Гураму Гуликовичу. Сотрудниками уголовного розыска Гулырыбского РОВД в результате реализации оперативной информации был остановлен автомобиль марки Mitsubishi под управлением вышеназванного гражданина. В ходе обследования данного автотранспортного средства под водительским сиденьем обнаружена изъята стеклянная банка с веществом растительного происхождения внутри. В сумке на заднем сиденье сотрудниками милиции обнаружен изъят пистолет с магазином, снаряженным 4 патронами. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия вещество из банки является наркотическим средством каннабис, то есть марихуана, порядка 10 грамм, а пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из газового в боевой. Расследование в рамках уголовного дела продолжается. Гурам Какоба 18 января решением суда Гулырыбского района помещен под домашний арест. 25 января в Ачимчирском районном суде под председательством судьи Фатимы Харчалава должны были рассмотреть дело о присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в отношении экс-начальника УКС Беслана Агрба, экс-гендиректора госкомпании Апсаргылара Игоря Казанба, инженера технического надзора УКС Вахтанга Беквава и экс-директора Чемчирстроя Ираклия Куркунава. Однако из-за неявки на судебное заседание адвокатов двоих обвиняемых судебное заседание было перенесено на 1 февраля. С Нового года в Абхазии на 4 рубля снизились цены на некоторые виды топлива, в то время как в Краснодарском крае можно наблюдать повышение стоимости ГСМ. С чем это связано и по какой цене сегодня можно приобрести топливо на местных автозаправках, узнавала Гугут Савардания. Какой бензин заливаете? Второй.
Бывает 5 и второй сюда. Но цены сейчас какие? Цены очень хорошие, молодцы, дай Бог им здоровья. Нам очень облегчение сделали. Сейчас 95-й сколько стоит, который вы заливаете? 51 уже снизился. 41 рубль за литр 92-го и от 51 рубля за литр 95-го. Такие цены указаны сегодня на стеллах заправочных станций республики. С января 2023 года стоимость на некоторые виды топлива снизилась на 4 рубля. Уменьшение тарифов на ГСМ напрямую связано со снижением закупочной цены. Совсем недавно цены на 92-й бензин составляли 45 рублей. Сегодня уже 41. Снижаться они начали с января текущего года. Изменение цен на топливном рынке находится под постоянным контролем президента, и в ближайшее время мы ожидаем, что цены еще немного снизятся. Однако нельзя сказать, насколько долго продержится эта тенденция. Весь объем нефтепродуктов, поставляемых в Абхазию, импортируется из России, и экспорт в республику напрямую зависит от уровня оптовых цен в Российской Федерации. В 2022-м топливным компаниям приходилось приобретать ГСМ по более высокой стоимости. Это и повлияло на повышение цен в республике в прошлом году. Чтобы урегулировать этот вопрос, правительством проводились переговоры с представителями Министерства энергетики России. Тогда же было принято решение об установлении предельных цен на нефтепродукты. В самом постановлении прописан порядок расчета цен реализации нефтепродуктов. То есть для расчета предельной цены, по которой предприятие может реализовывать нефтепродукты, берется стоимость приобретения, туда добавляется надбавка, затем НДС и выводится предельная цена. Но помимо этого за компаниями остается право продавать ниже предельной. И это уже вопрос конкуренции рыночной, что мы и видим сегодня. Важно отметить, что на формирование стоимости топлива влияет сезонный спрос, динамика роста налогов, мировых цен, производство нефтепродуктов и, конечно же, международная обстановка. Сегодня цены на бензин в Абхазии меньше, чем в Краснодарском крае, где стоимость бензина марки АИ-92 колеблется от 48 до 52 рублей за литр. Это связано с особенностями внутреннего рынка РФ, отмечают специалисты. Это особенности рынка нефтепродуктов Российской Федерации. В связи с рядом обстоятельств сформировался некоторый объем профицита нефтепродуктов. И в настоящее время по более низкой цене у нас появилась возможность его приобрести. Что касается дизельного топлива, то его стоимость остается прежней – 64 рубля за литр. Это связано с тем, что закупочная цена дизтоплива не поменялась. Гугут Савардания, Раму Камки, Тимур Гулгохия, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил с рабочей поездкой Чемчирскую районную больницу. Эдуард Бутба интересовался проблемами медучреждений и заверил руководство больницы, что Минздрав всегда готов оказывать содействие в их решении. Одна из главных проблем Чемчирской ЦРБ – отсутствие службы скорой помощи. Также необходимо закупить кардиограф. По словам главврача Мадонны Кишмари, необходимо восстановить хирургическое отделение, чтобы жители района могли получать помощь в районной больнице, а не выезжать в Сухум. Кроме того, прозвучала просьба приобрести компьютер и принтер для приемной детского отделения. Эдуард Бутба пообещал в ближайшее время решить этот вопрос. Со стороны уделяет огромное внимание медицине, оснащаются наши лечебные учреждения новым оборудованием, покупаются автотранспортные средства. Вы это, наверное, все отслеживаете, видите, да, какого объема финансирования сейчас в этом году заложено на Минздрав. Да, есть напрямую учреждения, которые подчиняются Министерству здравоохранения, есть ЦРБ, которые подчиняются непосредственно главам районов, главам администрации. Мы проговариваем о том, что в будущем неплохо было бы ставить вопрос о централизации, тогда мне, как министру здравоохранения, проще целенаправленно, адресно оказывать помощь. Но вот что касательно сегодняшней ситуации по Чемчирской ЦРБ, сейчас будем думать, из каких финансовых средств вот это все приобретать для нужд данного лечебного учреждения. Также проговариваем о том, что нужны дополнительные ставки, о том, что рентгенолог у вас, правильно? Да. Нужен крайне, потому что вы консультируют вас из других лечебных учреждений, но здесь на месте нужен человек, который будет работать и смотреть. Это что касательно рентгенологов, что касательно штатов по больнице.
и проговаривали вопросы медикаментозного и лекарственного обеспечения. Вся больница находится на балансе администрации города. Да? Мы как бы напрямую Минздрав не оказываем, да, обеспечение по лекарствам, это заложено в бюджет района. Да? Наверное, тоже будем разговаривать, как эти вопросы можно правильно отрегулировать. И еще один вопрос, который немаловажен, это вообще моя мечта как очевидца. Мы с Карбеевной давно говорили, с подобной Карбеевной, полноценное отделение хирургического профиля. Но это финансово емкая, финансово затратная вещь. Это нужно хирургически, во-первых, блок сделать, отремонтировать, соответственно, отделение, ставки операционной медицинской сестры, ставки нужны хирургов, да, реаниматологов, анестезиологов, да. Это такой большой блок вопросов, которые за один день не решить, но, по-моему, пришло время, когда это нужно уже делать. На воздушной линии Ачгуара завершены работы по замене высоковольтного провода. Напомним, что работы здесь были начаты в октябре 2022 года. А новый провод выбирался с учетом веса и пропускной способности. В сети появилось видео, на котором представители оппозиции обсуждают качество новой линии на ВЛ Ачгуара. Для разъяснения ситуации мы обратились в Черноморэнерго. Репортаж Шазина Ханагуа. Высоковольтная линия Ачгуара, расположенная в Тхуарчалском районе, была построена в 1956 году. Срок ее службы давно истек, ведь ей более 60 лет. В связи с ростом нагрузок в республике пропускная способность не соответствовала стремительному росту потребления. И именно поэтому вводились ограничения, говорит директор по оперативно-технологическому управлению Черноморэнерго Руслан Кварча. Встал вопрос капитального ремонта, то есть замена существующего провода на провод с более высокой пропускной способностью. Обыкновенный провод АЭС, алюминий-сталь, везде, который применялся в советском и сейчас применяется. АЭС, АЭС-300. Дальше идет после АЭС-300 АЭС-400. АЭС-400 вес больше. Если вес АЭС-300 1400 килограмм, а АЭС-400 уже 1600 килограмм на километр. И на опоры наши 56 года металлические. То есть такой вес опоры бы не выдержали. На основе рекомендаций российских специалистов был выбран АСВТ 218/63. Вес данного провода 1100 килограммов на километр. Для сравнения, вес старого провода составляет 1400 килограммов. Энергетик с 38-летним стажем Руслан Кварчи отмечает, что новый провод инновационный, изготовлен по новым технологиям. Пропускная способность старого 680 ампер, нового 970 ампер. Таким образом, новый провод пропускает на 80 мегаватт больше. То есть, если максимальная нагрузка была бы 260 мегаватт, мы больше не могли, а потребности уже у нас больше. А новый провод будет пропускать 340 мегаватт. И диаметр его меньше. За счет того, что диаметр меньше, видно, что диаметр меньше, и за счет этого ветровая нагрузка меньше на опоры. Потому что чем диаметр больше, тем нагрузка на опоры. И гололедная нагрузка меньше на опоры. То есть по всем параметрам выбор этого провода логичен. И он высокотемпературный. Если старый плюс 80, минус 60 плюс 80, минус 60 плюс 150 градусов. То есть и это нивелирует снижение нагрузок летом при высокой температуре. Замена провода протяженностью 31,5 километров уже завершена. Старый провод демонтирован и лежит на складах Черноморэнерго. На сегодняшний день на 56-го года линии Ачгуара необходимо требовалось замене существующего провода. В связи с ростом целиком республики нагрузок мы вынуждены должны были какое-то решение принять, и мы по параметрам, техническим характеристикам, те, которые дают производители, сравнительно выбор был осуществлен на тот провод, который сегодня уже повесили. Без замены опор только могли бы повесить тот провод, который мы сегодня уже повесили, по всем характеристикам, которые подходило.
Руслан Кважди еще раз подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы проводились для увеличения пропускной способности ВЛ Ачугуара. Это информация для населения, чтобы наше население республики поняло, что мы выполняли эти работы для увеличения пропускной способности для нашего населения. То есть во вред себе эти работы не делались. И это, когда выбирали, принималось решение, это принималось энергетиками, которые работают в Черноморэнерго, это уже не 10 лет. На сегодняшний день работы по замене проводов завершены. В ближайшее время начнутся работы по замене грозозащитного троса. После этого ВЛ Ачугуара будет запущена в тестовом режиме. Шадина Ханагуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Сюжетные картины, лирические натюрморты и ностальгические пейзажи. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась персональная выставка заслуженного художника Абхазии Геннадия Барцыц. На экспозиции представлено более 60 живописных полотен, выполненных в технике масляной живописи. Здесь и пейзажи Стамбула, Москвы и Подмосковья и многих других мест, которые посещал художник. Но, конечно, самые главные его работы – живописные пейзажи Абхазии, написанные с особой ностальгией по родине. Белоснежные величественные горы, бурлящие реки, зеленые луга и поля, живописные холмы, нежные утонченные цветочные бутоны. Работы Геннадия Барцыца – это запоминающиеся пейзажи, лирические натюрморты и интересные сюжетные линии, а также люди и исторические события. Вот, например, прибытие Николая II на открытие Гагарского курорта к своему зятю принцу Ольденбургскому. Эта картина имеет как художественное, так и историческое значение и пользуется большим интересом у любителей искусства. Экспозиция художника, представленная в 2 залах, посвящена 75-летию Геннадия Барцыц. В Абхазии персональная выставка живописца последний раз проходила в начале 90-х. Это была моя первая выставка здесь по Абхазии. Как раз мы только приехали из Праги, сделали большую выставку там. Потом по Советскому Союзу, тогда еще был Советский Союз, и завершали вот такой большой выставкой здесь, в Сухуми. Вот. И я тогда видел, как принимали эту выставку, и вот спустя уже много лет я принимал, конечно, участие в отдельных, но чтобы сделать итоговую такую выставку персональную, вот созрел, наверное, только к этому времени. Работы художника имеют мировую известность. Они выставлены в ряде музеев России, Чехии, Польши, Австрии, США, а также в частных коллекциях и национальных галерей Абхазии. Многие картины написаны вдали от родины, в командировках по России, Турции, Узбекистану и другим странам. А Абхазия занимает особое место в творчестве живописца. Геннадий Шотович, его такие вот живописные впечатления, они здесь везде. Здесь есть и Стамбул, и Бухара, и Москва, и Подмосковье, и Волга. Но, конечно, самое главное, и такая вот, наверное, красная линия, это работа, которые посвящены Абхазии. И все они с таким вот, я бы сказала, ностальгическим настроением, потому что Геннадий Шотович долгое время жил и работал за пределами Абхазии. Высшее образование Геннадий Барцыц получил в Москве. Живописи учился у народного художника СССР Александра Шилова. В разные годы был председателем Всесоюзного объединения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, директором Московской государственной картинной галереи Шилова. Он является профессором кафедры живописи факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского педагогического университета. В свои 75 лет мастер полон сил и творческого вдохновения. В Гагре у живописца своя мастерская, которая уже стала центром притяжения жителей и гостей республики. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Столичное муниципальное учреждение «Горстройпроект» приступило к ремонту исторического комплекса смотровой площадки на Сухумской горе и стены на улице Дзидзария. Какие работы сейчас проводятся и когда их планируется завершить, в репортаже пресс-службы администрации города. К капитальному ремонту комплекса смотровой площадки приступили по распоряжению главы столичной администрации Беслана Эшба. Благоустройство данного объекта – один из пунктов в череде многих других планов, приуроченных к 30-летию Победы в Отечественной войне, которая будет отмечаться в сентябре 2023 года. В данный момент
проводят работы по очистке окраса, очистке набелов и восстановлению кровли самого объекта. В дальнейшем планируется восстановить недостающие элементы и все это осветить специальными подсветками. После проведения первичных работ по очистке сооружения, колонн и шпатлевки стен планируется привлечение профессиональных реставраторов для восстановления исторического облика отдельных элементов, которые со временем обветшали и рассыпались. Есть элементы, которые присутствуют. Это элементы обрамления, карнизной части. Это все будет восстанавливаться в цеху и привозиться на место и монтироваться. Есть элементы балясин, которые не достают, нету их физически на объекте. Их будут отливать и также привозить на место, монтировать. Как рассказал директор горстройпроекта Астамур Пипия, весной планируется приступить и к ремонту фонтана на Сухумской горе, подсветить ее, благоустроить прилегающую территорию для посетителей, а также и на фуникулере привести в порядок смотровую площадку, парковочные места и заменить ограждения. Все это планируется сделать до 30 сентября, так как у нас юбилейная дата, и мы очень много работ будем проводить по благоустройству города к этой дате. Горстройпроект ведет работы по восстановлению стены и панно на улицах Гумская и Дзидзария. Астамур Пипия подчеркнул, что при восстановлении будет использован тот же натуральный камень, которым облицована стена. А к восстановлению элементов глиняного панно привлекут скульптора. Мы не собираемся что-либо менять. Эту же стену там есть недостающие элементы самого камня. Также мы нашли карьеры, откуда они добывались, эти камни. И оттуда мы недостающие элементы камня привозим и укладываем. Также мы планируем эти скульптуры восстановить в историческом виде, в историческом облике. Какие они были, такими же мы их и хотим оставить. Также для удобства пешеходов планируется выложить тротуарную плитку на этом же участке. Раньше там не было тротуара. Узкая часть заасфальтированной дороги была отгорожена бордюром. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. И в завершение выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 26 января, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +8, 13. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.